Dostlar, emmäde salam. Bizine talxanny bizning mehmonimiz Rustam Xo'jayev. Привет, гость Мурат, большое спасибо за приглашение, очень приятно. Наблюдаю за твоим творчеством. Спасибо. И в рамках этого нового проекта, да и в целом, молодец. Рад тебя видеть. Взаимно. Спасибо. Взаимно. Я не готовился к интервью. Так, Как думаешь, почему? значит, будет интереснее, наверное. Я не готовился потому, я думаю, что с тобой по-любому будет интересно. Я тоже уверен, что со мной будет интересно. Да. Почему ты удивился, когда я тебя пригласил? Во-первых, я думал, что это, наверное, более такой колоритный формат, колоритный проект, так как я разговариваю на туркменском языке, но я не носитель туркменского языка, я думал, здесь есть какие-то определенные рамки по языку, поэтому думал, может быть... Ты думал, надо будет на туркменском говорить, поэтому сомневался? Fikir ettim sen Türkmençe talab edersin gurlemeni. Ага. Yöne, как sen görüyen, мен Türkmençe birazcık bilyen осторожно. Хотя до 5 лет я не знал русского языка. Так уж получилось, что родители мои разошлись. И отец мой жив-здоров, слава богу, мама тоже жива-здорова. Но семья моего отца, то есть мои дедушки с бабушкой, они, мы разговаривали на туркменском, и реально до 5 лет я не знал русского языка. И потом родители разошлись, я остался жить с мамой, как это бывает, наверное, в 90% случаев. И перешел на русский язык. Понятно. Я тебе так скажу. Ты для меня открытие уходящего года. Почему? Ты активнее начал свою деятельность, по-моему, продвигать. Я обожаю, как ты делаешь сторис. Да? Да. Первый раз я тебя заметил, когда Рахат Брасери открывался. На открытии я был. А, ты был на открытии? Да, там был узкий круг. Да, там было немного людей. Я с женой там был. И тогда я прям аплодировал. Мне понравилось. Приятно, не знал, Мне что было ты там приятно, что у нас есть такие ведущие. Спасибо. Такие какие? Дурачки? Нет. Или в хорошем смысле такие? Первое, что меня зацепило, это подвешенный язык. Не было таких неловких пауз или какого-то скучных фраз не было, скучных слов не было. Был позитив, был напор и Спасибо. Спасибо. Мне кажется, это заслуга того, что надо всегда совершенствоваться, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Бывает иногда проблемы с мотивацией у меня, честно говоря, иногда. Но все равно нахожу в себе силы, ищу вдохновение. Хорошим мотиватором и хорошим советником служит моя супруга, моя мама, дети, в конце концов. Не знаю, когда выйдет этот эфир, но у меня закономерность пошла, я пою песни. Да. Если ты обратил внимание, да, я пою песенки, и дети прям дают мне задания, как тех заданий, говорят: папа, вот это наша любимая песня, давай что-нибудь нужно придумать. Надо как-то ее перепеть, и я стараюсь брать за основу песни их и переворачивать, для нас. Как, например, «Дограмма, дограмма». Получается, это от детей идея пошла? И от детей исходит тоже. Да. То есть мысли мне накидывают многие. Да. Иногда дограмма родилась у меня в голове в машине. Пока я ехал с Худай-Олы. Я поел плотно дограммы. И я обычно радио слушал, лав-радио через приложение, и там играла группа «Хлеб», песня. Шашлындос, шашлындос, то есть мотив оттуда. И я что-то шашлындос, и я вспоминаю, что я дограмма, я такой: дограмма, дограмма, мы все любим дограмма. Думаю, что-то в этом есть. И стал развивать куплеты, и буквально за 5 минут я составил песню. Хорошо, что там на Садака подавали дограмма. Да. Если бы был только ярма и плов, тогда, может быть, ярма-плов, ярма-плов. Ярма-плов, ярма-плов, да. Случайности не случайны, видишь. Ты мне как-то рассказал историю, как ты начинал. Мне очень это понравилась история. Да. Но она очень длинная. Вкратце. Вкратце. Можно не вкратце.
Но она интересная. Да, вообще к Ты же- ведению меня... Ты же не сразу начал. Нет. Да. Мне 20 лет, я женат, у меня есть ребенок. Я работаю в компании Doğanlar, Kia Motors. Приходит отчим мой и говорит, что я открываю новый виток, новый бизнес, мы будем продавать бытовую технику. Ну, как бы он делает мне уступки большие, Да. и дает хорошую зарплату. Да. То есть он мне это делает в плюс, чтобы у меня были хорошие карманные деньги, ну, Да. раза в 3 больше, чем я зарабатывал в этой компании. Я долго не думая, конечно, согласился, потому что для молодой семьи деньги – это очень важный аспект, Да. и тем более, когда у тебя есть маленький ребенок. Да. Я соглашаюсь. По ряду причин я не задерживаюсь там. Ага. Не буду говорить, с каких, по ряду причин, и я ухожу ухожу оттуда. В никуда. В никуда, да. Я ухожу оттуда, на что мой отчим очень сильно обозлился. Он сказал, что почему ты не посоветовался, почему ты меня не проинформировал. Да. Раз уж ты такой самостоятельный, то живи своей жизнью. Ну, то есть вот так. В то время я очень сильно увлекался музыкой. Вообще я очень большой меломан. Я люблю слушать музыку разную. И хард-рок, и R&B, и поп, и чиллаут. Ну, в общем, транс. Я все слушаю. Тогда я сидел дома без работы, и мне один мой друг сказал: слушай, ты же, говорит, музыку увлекаешься музыкой, Да. попробуй работать диджеем. Ага. Все равно ты просто так сидишь. Да. Ну, а в то время было очень сложно, конечно. Мы сейчас улыбаемся, я сейчас смотрю это все, ну, сейчас, конечно, намного легче. Да. В то время было очень сложно. Давай я затрону лирику. Мама моя тайком делала нам базар. Родители Айгули, моей супруги, которых я очень сильно уважаю, они тоже нам помогали. То есть в открытую помогать было нельзя моей маме, потому что как бы была установка, ну, то есть пусть живет своей жизнью, но она, конечно, мама, как может Да. взять и отказаться от помощи? Она помогала. Было очень сложно, на самом деле. Я Было сейчас очень, заплачу, Рустам. было очень сложно, потому что не было денег вообще. То есть я сижу полгода без работы, у нас маленький ребенок, и была очень плохая ситуация, которую я запомню на всю жизнь. Я говорил это, я, по-моему, до этого как давал интервью какому-то туркменскому порталу. Это навсегда засело в моем сердце. Что когда жена мне сказала: давай попьем чаю с хлебом, потому что у нас не было еды. Ну, на самом деле, это факт. Было, у нас не постоянно не было еды, но вот в один момент вот так сложилось, что вот так получилось. Купи хлеб. У меня не было денег, 20 тенге тогда стоил. Хлеб 1000 манат. У меня не было денег на хлеб. Я себя чувствовал просто ничтожеством. Взрослым, 20-летним ничтожеством. Но я хочу также перейти, это, я говорил, это долгая история. Я тебя перебью. Почему я говорю, что я сейчас заплачу? Это вообще по жизни мой большой страх. Самый большой страх. Что такое, в принципе, бывает и может быть. Поэтому ты вот затронул эту тему и прям вот... Ты знаешь, это очень хорошая школа жизни. И когда ты испытываешь такие проблемы, очень важно иметь с собой, иметь рядом с собой надежный тыл. Да. Надежным тылом была моя мама. Она поддерживала меня, хотя она скептически сначала относилась к тому, что я, ведущий, это, ладно, я потом к этому приду. Хочу отдельное спасибо сказать Айгуле, моей супруге. Она никогда не переставала верить в меня, и даже когда было сложно, то есть она меня не грызла за то, что у нас нет денег, иди что-то сделай. То есть мы с ней сообща искали какие-то варианты и возможности для устранения этой проблемы, для избежания этой ситуации. Вот я очень сильно ей благодарен. Просто я знаю, что есть семьи, которые, атмосфера не самая лучшая, когда нет денег. Да. Пилят мужа и говорят: вот почему, иди, ты большой, там, дылда, взрослый человек, сделай уже что-то. За это очень сильно благодарен своей супруге, что она поддержала в нужный момент меня. И что не каяла, и мозги мне, в общем, не крутила. Это очень важно. Это самое главное. Это очень важно. И по сей день она мне дает советы, по сей день мы с ней разговариваем о многом, о будущем, о наших планах.
Ну, в общем, это я в промежутке просто такой Да. кусочек немножко грустно рассказал. И я пошел работать диджеем. Ага, Я работаю диджеем, у меня 3 миллиона зарплата. ага. И мне один добрый прекрасный день подходит начальник заведения и говорит: нужно, чтобы ты провел шоу. Вообще он спросил: ты можешь проводить какие-то развлекательные программы? Можешь держать в руках микрофон, разговаривать? Я никогда этого не делал. Я говорю: нет. Он говорит: тогда я тебе открыто скажу, ну, по-мужски. Да. Ты не устраиваешь меня как работник, я тебя убираю. Мне невыгодно держать себя на зарплату. Есть человек, который и разговаривает по микрофону, и еще плюс крутит музыку, как диджей. Два в одном. Я возьму его. Да. Я не смог отказаться от такого предложения, потому что я не мог Да. потерять Да. деньги. Да. Те же самые 600 манат, они были очень важны для нас. Я согласился, я сказал: все, хорошо, оставьте меня, я что-нибудь придумаю, что-нибудь сделаем. В общем, эйда туда-сюда я провел Ага. первое мероприятие. Конечно, я заплетался язык, я безумно волновался, но я его провел. Ну, в целом получилось неплохо. Да. И потом вот так потихонечку я стал проводить шоу-программы именно в плане, в рамках клуба, в рамках дискотеки, в рамках, грубо говоря, ночной жизни развлекательной. После этого я ухожу в Капидаг Project Ага. по свободе. Я там ушел вторым диджеем, там я уже по микрофону не работал, не разговаривал, ушел вторым диджеем, как бы на замену, в помощь основному диджею. Там я не сработался с менеджером, которого зовут Давлет. Давлет, привет, мы сейчас с ним неплохо, хорошо общаемся. Ну да. Бывает, это работа. Ничего страшного, это работа. Я благодарен, Давлет, тебе, что ты меня когда-то выжил из Капидаг Project, и я стал двигаться дальше. Я реально уважаю Давлета. Процветания тебе, дружище. Потом я опять сижу дома, но мы уже помирились с отчимом, все нормально. Я опять сижу дома, без работы. Извини, пожалуйста, не без работы. Я в то время устроился, прошу прощения, до еще Капидаг Project, я устроился на основную работу. Это было спустя полгода, как я стал диджеем. Я устроился в компанию Петрофак Ага. на визовика, визовый отдел, да. У меня была основная работа, и вечером я работал диджеем и МС. С Капидага я ухожу, у меня остается только основная работа. И поступает предложение от моего хорошего друга Юры, он не здесь, он, насколько я знаю, в Сызрани, по-моему, ты, Юр. Он мне говорит: кстати, Юрчик, большой привет тебе, скучаю по тебе, дружище. Он мне говорит: ты сидишь дома, нужен диджей, ты же все равно свободен, иди. Да. Хорошо. И я иду, где Той Мекан малый зал, Ага. ТМ ресторан, клуб. Знаю. Да. Я иду туда на замену. Их диджей там не вышел, заболел, не помню. Я выступил один вечер, поиграл, менеджеру понравилось. Давай, говорит, оставайся на постоянно. А у них какие-то контры, по-моему, были с их диджеем, то есть они по характеру не сходились. Я остался в ТМе. Ага. И после этого стал там работать, и плодотворно год мы работали в ТМе каждую субботу, работая днем в Петрофаке, Да. вечером. То есть я в то время работал очень много. Очень много. На самом деле я днем занимался визами, приглашениями. Помимо этого я качал музыку, потому что я был диджеем. Я придумывал программу, придумывал конкурсы, что мы будем делать, как мы будем делать. В общем, голова у меня разрывалась конкретно. Но нужны были деньги. И я похудел тогда очень здорово. Я сбросил в целом около 28 килограмм. Опа. Я был очень полным. Да, когда я поженился, я был таким полненьким. Да. И Я видел фотку. Да, видел фотку. И я вот в таком ритме, Ага. в таком режиме похудел на 28-30 килограмм приблизительно. Ну, это, Ну да. я считаю, это очень неплохо. Да. Хочу сказать большое спасибо ресторану ТМ, Ага. клубу ТМ. Большое спасибо моему близкому другу Мекану, который попросил, мы сейчас очень хорошо общаемся. Он мой одноклассник. Мир тесен, да? Ты его знаешь, да, Да. Мекан, Да. Сулейманов. Да. Это тот менеджер, который мне сказал: оставайся. Да. Там, в ТМе, я прошел классную школу. Ты там состоялся как МС? Да, как МС. Я очень боялся сильно свадеб. Я очень боялся больших каких-то массовых мероприятий, где нужно вести официально. Очень боялся. Мне Мекан говорил, твой одноклассник: почему ты свадьбы не ведешь? А у меня панический страх. Даже вот, я не знаю, будут смотреть или нет, у меня был заказ, я принял, они пришли на вечеринку, посмотрели, как я веду. Ага. Добрый вечер. Я принял свадьбу. Из-за того, что я Спасибо.
забоялся, Ага. я придумал легенду, что меня с работы отправляют в командировку. Опа. Извините, я не смогу из-за моего страха. Я реально боялся вести свадьбу. Это первый раз? Не, нормально, спасибо. Мы Да. на диете, поэтому только чай. Спасибо. Спасибо. И я отказался вести свадьбу. От первой свадьбы? От первой свадьбы я отказался, да. Потому что я боялся. Я не знал, что мне делать, потому что я привык. Эй, Да. put your hands up. Пики-пики-пики-пики-пу. Вот эти всякие Да. вещи. Ты думал, не дадут так делать? Я боялся. Очень рад. На самом деле, я боялся. И я понимал, что среди этого сумбура, Да. эй, как дела? Поднимите руки выше. да. Можно ускользнуть, знаешь, от взглядов, от внимания гостей, допустить ошибку Да. в словах, Да. окончание не так сказать. А на свадьбе, когда начало свадьбы, тебя все слушают, Да. ты лицо мероприятия, ты лицо торжества, и тебя все слушают, а нужно добиться того, чтобы тебя все слушали. То есть это большая ответственность. Я скажу обратно, я бы не смог вести что-то в клубе. Если прижмет, Да. нужно будет выкручиваться. Вот я тебе про это говорю, и у меня случилось ровно то же самое. Очень интересная история. А почему ты рано женился или это не рано? Тоже история? Вообще со своей супругой, с Айгулей, я знаком с 13 лет. Да, она пришла к нам в 7 классе, Какая школа? 27-я. В общем, переводит Айгулю, значит, в 27-ю школу. Ага, Говорят, а почему бы тебе, доченька, не учиться в гимназии? ага. Она до этого 16, по-моему, училась. Она приходит, а я в школе такой был. Нормально себя чувствовал я в школе. И прибегают ребята, мои друзья, и говорят, а, новенькая пришла. Ага. Ты видел в Б-классе? А я А-класс. Я говорю, нет, не видел. Идем, они гандбол играют. Посмотришь, она на воротах стоит. Короче, я пошел на смотрины со своей свитой. А, там моя женушка стоит в воротах. Ага. Я такой приглядываюсь, думаю, ничего, так нормально. Приглянулась мне Ага. и как-то стали дружить. Ага. Мы с ней через многое прошли. Что мы только и ругались, и то, и все, но... Бывает. Да. Вот так я с ней познакомился. Родители уже наши хорошо общались. То есть мы познакомили наших родителей. И как-то вот так вот. И в 20 лет мы поженились. Вот такая история. Случайность не случайно, опять-таки же. Да. Не перейдя она тогда, кто знает. Может, ходил бы сейчас до сих пор холостяком. Так, про историю вашей любви ты рассказал. Да. Расскажи про плоды вашей любви. У меня 3 дочки. Старшая Ясмина, 11-го года рождения. Средняя Айлина, 13-го года рождения. И Селин. Ясмин, Айлин, Селин. Да, она 17-го года рождения. Они все разные. Ясмина очень умная. Она такая дама уже. Айлина средняя, многие вот смотрят сторис, я ее часто выкладываю, она очень шелбутная. Она вообще на месте усидеть не может, она очень чересчур коммуникабельная. Она чересчур общительная, улыбчивая. А младшая, ну это любимица. Ну я, конечно, всех дочек одинаково люблю, но младшая, она сейчас вот начала бегать, что-то болтает туда-сюда. Как вы воспитываете? Методы ваши. Воспитанием занимается, конечно, больше Айгули. Вообще все, что происходит дома, это полностью моя супруга. Наверное, так правильно. Ну и, конечно, неправильно, чтобы полностью не принимать участие. Я очень сильно завязан в своей работе. И сейчас, например, я не дома, мы снимаем вечером. И таких ситуаций очень много. И часто, когда я прихожу домой, из рук не выпускаю телефон. И это очень сильно бесит мою супругу, это очень сильно бесит моих детей, это очень сильно бесит меня. Но я не могу, там разные какие-то переписки, проекты, конкурсы что-то отправляют. Здесь нужно записать сторис, там что-то нужно выложить, кому-то нужно ответить, кто-то спрашивает насчет свадьбы. И меня вот фактически не бывает дома, даже если я нахожусь. Айгуля, дети, я исправлюсь.
Что касается детей и воспитания, возвращаясь к твоему вопросу, этим занимается Айгуля, я тоже стараюсь. Она старается сделать сейчас их взрослыми, она с ними советуется, она старается объяснять. То есть так делать нельзя, она старается объяснять последствия, что может быть, как может быть. Она очень сильно нервничает по этому поводу, но мне кажется, любой родитель, Это нормально. когда у тебя еще 3 детей, Да. это много сил, нервов занимает. И уж тем более она одна вечерами, то есть вот так вот. Так что снимаю шляпу. Я бы не справился, честное слово. У меня бы не хватило терпения, сил, я бы не справился. Айгуля в этом плане настоящая мать, настоящий тыл. Молодец. Дай Бог тебе здоровья. В последнее время на свадьбах очень часто приглашают диджеев. Некоторые певцы и некоторые музыканты считают то, что диджеям на свадьбах не место. То есть они должны играть в клубах, но не на свадьбах. Аргументы? Я с ними не согласен. У каждого человека свое убеждение. Да. Это остается только на волю заказчику. Если говорит так певец, что диджею нет места на свадьбе, либо у него устаревшие взгляды, либо он в себе не уверен. Есть диджеи, которых не так часто заказывают на свадьбе. Значит, они делают что-то не так. Да. Есть певцы, которых не так часто вызывают на свадьбе. Значит, они что-то делают не так. То есть проблему нужно искать в себе. Певец, который жалуется на диджея, говорит: «Эй, диджей, а почему? Будь уникальным. Сделай что-нибудь такое, чтобы сказали: зачем мне диджей? Позовите мне План Планыева. Я хочу, чтобы он выступал, я хочу, чтобы он с потолка спускался, как Фредди Меркури, и пел, например. Да. Ну сделайте что-то такое, чтобы не звали диджеев тогда». Есть такая вероятность, что диджеи вытеснят певцов? Ничто никогда не заменит живые эмоции, живое исполнение. По моему мнению. Мне очень нравится, когда играет живой инструментал. Типа Black Jack, типа раньше была New Wave. Последнюю свадьбу, вот ты мне писал, была группа «Столичная». Они играли вживую. То есть ни планшет, ничего. Вот мне прям по кайфу. Они заряжают. То есть, ну, ты понял, атмосфера просто непередаваемая. Он там поет «Life is life», ла-ла-ла-ла-ла. Гости подпевают, а тут барабанчик стоит, его колбасит, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И он такой весь мокрый солист. «Life is life». То есть, ну, это непередаваемо. Это... Я бы не отказался бы от такого. Я думаю, что не смогут вытеснить. Это два абсолютно разных мира, два абсолютно разных артиста. Это кусочек пазла общего мероприятия. Должно быть и того, должно быть и того. То есть вот так вот. Мне кажется, нет. Хорошо было бы, если бы не было таких разговоров и начали бы ладить друг с другом и искали бы ответ в себе. Вот это, мне кажется, было бы самое лучшее. Правильно. Если есть какие-то негодования по поводу нет заказов, есть заказы. А так места под солнцем хватит всем. Я слышу, я знаю, у тебя намечаются какие-то проекты новые Да. по медиаконтенту. По медиаконтенту, да, мы послезавтра будем снимать VIP-полто. Кстати, хочу поблагодарить студию ОВС, настоящие профессионалы. Со всей командой мне безумно приятно работать. У нас были несколько проектов с Аташкой. Мы будем снимать новый проект. Я обязательно тебя буду приглашать тоже на этот проект. Да, послезавтра интерактивно-развлекательный проект. Будет что-то новое, будет что-то интересное. Ну, надеюсь, что вам понравится, друзья. Зови меня обязательно. Нет, это очень будет круто, очень интересно. Да. Они не видят камеры, думают, просто мы сидим в Талхане. Да ладно, пусть проходит, нам они не мешают. Не, конечно, без В общем, проблем. я тебя обязательно буду приглашать. Прими, пожалуйста, приглашение. Будет очень здорово. Будем классно проводить время. Мне нравится, как Гоша Мурат смеется. Такой, знаешь, уважаемый человек.
Молодец, это понял? Дикторское натренированный смех. Гочмурат, вы так классно провели сегодня свадьбу. Благодарю вас. Пока не буду говорить, но мы помимо медиа еще другие у нас проекты будут. Не вид только. Желаю удачи. Разные, Желаю да, удачи. разные, хорошие, потому что рано или поздно ты перестанешь быть актуальным. Твое лицо перестанет работать. Я конкретно про тебя сейчас говорю. Я поэтому и задумался. Все правильно думаю, а я тебе буду подсказывать. Я уже думаю, И нужно- как бы этого избежать. И нужно, ты это не избежишь абсолютно Думаешь? никак. Да, нужно что-то думать дальше, наперед. Нас всех это ждет, очень рад. И нужно сейчас что-то строить для того, чтобы твои активы потом работали на тебя без твоего прямого участия в плане Правильно. лица, в плане фейса. Чтобы ты только вот так руководил, Да. но был хорошим руководителем. Потому что если ты хороший руководитель, у тебя будет хорошая команда приверженцев. Они будут работать от души. То есть ты не должен позиционировать, это мое, работать на меня. Нет, это наше общее. Это мы одно единое целое. Что там еще выкладывай? Ты просто половину моих вопросов уже Сам ответил, ответил, да. Я сижу, Такой вычеркиваю. плохой я собеседник, видишь? Я хотел спросить сам. Заранее наперед забегаю. Да. С «Сопрано» так было. Ты передачу точно. смотрел? Да, конечно, смотрел. Молодцы, очень интересное интервью, содержательное, у тебя очень хорошие вопросы были. Но ты его и так знаешь. Без Ну, передачи. как сказать? Да. Да, встречались пару раз. Побоксировали. Знаю. А? Побоксировали. Или это не бокс был? Нет, не бокс, ну и бокс в том числе. Мы же там раз-два. да. Ну, мы просто занимаемся спортом, мы решили... Я же не допил же еще, подождите секунду. Спасибо. Это не бокс был, смешанное единоборство. Мы ходим на секции. Кстати, он передал привет, да, Рустаму Кураеву? Да. Я тоже хочу передать привет Рустаму Кураеву, лучшему тренеру, чемпиону ММА. Русик, спасибо, что ты нас доводишь до изнеможения. Короче, да, до кондиции, что мы валяемся там конкретно. То есть мы решили отойти от классических физических нагрузок, это тренажерный зал. Да. Мы хотели разнообразить и перешли вот на такой вид спорта. Ты постоянно ходишь или как? Или это Ну, был просто у так? нас был застой. Антон А. ногу сломал или ногу подвернул, вывихнул. Палец сломал. Палец сломал, ногу сломал. Палец сломал, да. Я обленился. В общем, ну, мы вот позавчера пошли первый раз, и вот завтра опять пойдем. Дай бог. Класс. Ты сказал, что тебе очень нравится психология. Да. Наверное, естественно, нравится и философия. Так. Философские вопросы пойдут сейчас. Сколько бы ты себе дал лет, если бы не знал, сколько тебе лет? Сейчас. А ничего, то, что свет выключается? Закрывается уже. Да? Да. Нам бы поторопиться. Все нормально. Хороший вопрос. Так как я, не знаю, развернуто отвечать или нет, так как я порой в каких-то моментах стараюсь быть взрослым в принятии каких-то решений, обдумывая какие-то решения. А порой, ну ты знаешь, я дурачусь. Ну ты видишь это. Да. То есть я хочу задержаться. И меня тоже заставляешь иногда. Да. Надо раскрываться. очень Да. рад. Спасибо. Нельзя быть всегда в рамках, понимаешь? Правильно, Надо да. свою энергию выплескивать. Нельзя, не надо бояться показаться смешным. Ну, то есть, конечно, перегибать палку не надо. В общем, ладно, возвращаясь к твоему вопросу, я очень плохо отношусь к тому, что мне уже за 30, мне 31. И я немножечко переживаю по этому поводу и понимаю, что время уходит. Время уходит, и хочется что-то, наследие какое-то оставить. Ты ощущаешь эти 31 Нет. год? Я думаю, что мне 23-22 где-то вот так, наверное. Ну, по моим ощущениям. 24. День рождения для тебя праздник? Нет. Почему? У Я меня не люблю тоже так. справлять дни рождения. Много кто не любит справлять дни рождения. Кстати, Вот почему творческие это так? люди, не Что знаю. это Потому такое? что, блин, я не знаю. Это же Последние 2 дня рождения вот, справляла мне моя супруга сюрпризом. Она собирала всех Молодец. родных.
Она вообще очень креативная девочка, и один раз привела меня в Небичи, сказала, надо аванс забрать туда-сюда, поехали к родителям, а родителей дома не было, она позвонила родителям, они говорят, а мы уехали. Она говорит, как вы уехали, мы же договорились в семейном кругу отметить день рождения Рустама. Они говорят, ой, мы забыли, она говорит, поехали в Небичи, там что-то надо забрать, я захожу в Небичи, а там фаршмак. Оба. Родители, друзья, Максим был, Кадыров, кстати, спасибо, Арифчик был, в общем, ну, диджей, и мы классно справили день рождения. Молодчинка. Следующий год, она говорит, тебе 30, у тебя круглая дата, давай справлять. Я говорю, да не хочу я справлять, у меня вообще депрессия. Да. Я беру заказ, выездная регистрация, первый парк. Все, регистрация идет, гости пришли, Ага. ЗАГС пришла. Оба, оказывается... Да, прикинь, я там работаю, там хлопаю, мы начинаем танцевать флешмоб, и в один момент мне говорят, обернись, я оборачиваюсь, и опять все мои близкие, родные, родители, друзья, все вместе со мной, оказывается, за спиной танцевали флешмоб с днем рождения. И это все постанова. И самое главное, гости, невеста, платье, жених, свидетельство о рождении, оформление. Прикинь. И я такой в афиге думаю, блин, это что, подстава? Да, но она вообще, ну, я вообще каждому желаю вот такое испытать, ну, это, но дни рождения свои отмечать я не люблю. Но подарки хорошие люблю. Когда день рождения у тебя? Сразу говори, ты про подарки говоришь. 6 марта у меня день рождения. Не, конечно, подарок. Хороший подарок, я имею в виду в плане, не материальном плане, а вот что-то такое творческое мне нравится, что-то необычное. Пусть подарок будет недорогой, но только чтобы интересно было. Если бы ты мог дать маленькому ребенку только один совет, скажем, своим детям, дочерям. Один совет, да? Да. Вот, чтобы на всю жизнь. Что бы ты сказал? Иди, несмотря ни на что. Потому что на жизненном пути очень много препятствий. Порой некоторые дают себе скидки по здоровью. Ай, вот туда-сюда. Некоторые бывают сильно больны, но они идут. Не получается что-то, некоторые опускают руки и говорят, это не мое, я не буду. А некоторые продолжают идти. Ну, я думаю, что никогда не надо опускать руки. Рано или поздно добьешься своей цели, если ты достаточно настойчив. Согласен. Достаточно настойчив. Что в этой жизни ты делаешь иначе, чем другие? Про какие-то привычки или Что делает взгляды на что? вот тебя, Рустама, тобой? В чем это вот ярко проявляется? Что вот ты считаешь, вот это я делаю иначе? Я стараюсь быть настоящим, на самом деле. Везде. Я не стараюсь играть в игры какие-то. Я не стараюсь одевать маски, хотя мы порой все это делаем, когда надо, не надо. Но в целом даже когда, допустим, в жизни я настоящий, я говорю открыто, как есть. На торжестве, допустим, да, я тоже, если я чувствую, что у нас определенные есть проблемы с гостями по отклику, то есть я говорю, реально, я говорю, уважаемые молодожены, дорогие гости, я прошу прощения, но у нас на свадьбе определенные проблемы. Понятное дело, это не надо говорить грубо, Да. но ты все равно за своими словами несешь, ну, правду, в которую ты веришь и которую ты чувствуешь. Я говорю, у нас есть определенные проблемы с аплодисментами, в чем дело? Ну, это молодые. Да. Я начинаю объяснять людям. Да. У них главный день в их жизни. Да. И не я здесь один должен бегать и прыгать, создавать атмосферу. Мы все в каком-то роде вместе с вами должны создавать для них атмосферу. Устроить праздник. Просто я вам в этом помогу, а вы, пожалуйста, Да. давайте как-то все вместе. Ну, то есть я разговариваю на эти темы. И вот здесь я считаю, что я настоящий. Да. То есть я должен донести до людей, дать им правильно понять, что да, на самом деле, зачем мы сюда пришли? Давайте веселиться, блин, а на самом деле, ну, то есть, Да. понятное дело, что я должен еще
преподнести и предоставить это веселье, чтобы они не сказали, унылый какой ведущий, там, ну, а что веселиться, если он сам ничего сделать не может. То есть со всех сторон, ну, то есть вот так вот. Философию продолжим? Конечно. Ты держишься за что-то, что давно уже пора отпустить? Блин, даже так сразу не сформулирую. Не вспомнил сразу? Очень хороший вопрос, Бачмурат. Я отдаю тебе должное вообще за твою формулировку, за твое мышление, то, как ты это видишь, и то, какие вопросы ты скачиваешь с Гугла. Яндекс. Яндекс. Google. Молодец. Очень в тему, очень хорошо. Честно, у меня вопрос сам очень хороший, но мне в голову сейчас ничего такого не приходит. Хорошо же. Абсолютно. Хорошо же. Я, знаешь как, если это груз для меня, вообще по жизни, да, у меня такая философия, если это для меня груз какой-то, от которого не то, что нету толка, ну ни да, ни нет, я стараюсь его отпускать в принципе. А чтобы держаться за что-то, ну нет. Если я сейчас сразу у меня эврики нету, значит нет ничего, за что я держусь. За что ты по жизни больше всего благодарен? За жизнь, конечно. Своим родителям. Если бы не было бы их, у меня не было бы детей, у меня не было бы моей супруги, у меня не было бы знакомых, ну ничего не было бы этого интервью. Конечно, я благодарен своим родителям за то, что меня вырастили. Мама растила меня одна, когда они с отцом разошлись. Благодарен отчиму своему, Мире Татаевич. Это Мир Яхтволфен, он сейчас, к сожалению, не с нами. У меня было беззаботное детство, дочь моя. У меня было все, что я только захочу. Но при этом мама не давала мне расслабляться и, можно сказать, держала в ежовых рукавичках. То есть я могу считать себя не избалованным ребенком, хотя по детству мне говорили, что я избалованный, туда-сюда, но мама могла приложиться очень хорошо, она дала хорошее воспитание. И отдельно я благодарен дедушке с маминой стороны. Вот, так как я был с мамой один, ну, дедушку я очень сильно своего люблю. Ну, вообще дедушек, у меня и второй же дедушка тоже с отца стороны. С маминой стороны это отдельная тема, отдельная любовь. Я порой вот про него, когда вспоминаю, но я очень много времени с ним проводил, с дедушкой. Мама моя работала, я с ним был. Он во мне души не чаял. Ну, вообще есть такая история. Дедушка приехал с Казахстана сюда по работе. По национальности он уйгур. И моя мама чистая уйгурка. Они приехали сюда по работе, здесь они задержались с бабушкой и, в общем, основались здесь, в Ашхабаде. Я с дедушкой очень много времени проводил, и по сей день я его вспоминаю. Ну, это очень эрудированный, образованный человек, Иминджан Сулейманович. Вообще, я считаю, что дети, которых воспитывали дедушки или бабушки, они другие. Да, ну, они более серьезные, что ли. Необъятную любовь я испытываю по сей день, клянусь. Необъятную любовь я испытываю к своему деду. Ну, с обоих сторон, конечно. Я просто с другим дедом, с Ораз-Дурды Ходжаевым, меньше общался. Ну, мы тоже очень хорошо с ним общались, но я его тоже не менее люблю. Что-то самое яркое можешь вспомнить из детства? Самое вот доброе, самое счастливое. Доброе что-то? Да. Самое счастливое? Ну, было много воспоминаний, но не прям таких, но прям с юношества. Когда мы играли возле гаражей, и мы с друзьями, и мама, опять-таки же я же говорю, у нас все было так, ну, слава богу, хорошо. И мама приходила тогда были батончики, Марс, Сникерс, да. Мороженое. Да. В то время я был вот таким шкедом. И она коробками несла, а там Milky Way, Марс, и мы подбегали, и все, а мы по телевизору смотрели. Да. А я такой, Ну, то есть вот это помню. Да. Я помню с дедушкой, с маминой стороны, он археолог у меня. Мы ездили на экспедиции. Я чуть не утонул. Мне было 6 или 5 лет. Я реально чуть не утонул. Меня спас тоже, ну, как коллега дедушки, получается. То есть я шел
в море, Да. а там была плита какая-то, и вдруг она оборвалась в один момент, и там, оказывается, все, пропасть. То есть под ногами ничего нету. И волна меня накрывала. То есть мне не на что опереться было. И меня на этой экспедиции спас вот один из участников экспедиции, вытащил меня. Я еле-еле всплывал, помогите, кричал, и меня опять волной накрывало. То есть вот так вот. А с дедушкой, с Уразурды Ходжаевым, я с ним любил спать. Он такой большой был, я, наверное, в него. Уразурды Ходжаев, кстати, знаменитый артист, актер. Это тот человек, который снимался в фильме «Кечпелек». Тот легендарный персонаж, которого зовут Атол. Это мой дед, Уразурды Ходжаев. Вот это да. Да. Ну, понятно тогда. Возможно, да. Он актер. Гены. Ну, я думаю, что ты его, наверное, знаешь. Да, Ты знаю, такой, конечно. ты такой, ну даже выражение же есть, ты такой ленивый, как Атол. Да, Говорят, вот это да. мой дед Уразурды Ходжаев. Представь, через поколение вот опять вот гены. Он был тамадой, там, ну, такой Да. зажигалка компании в свое время. Мой отец, Давлет, тоже зажигалка компании, везде гвоздь программы. Но у них это было так, на любительском. А у меня как-то уже переросло. Смотри, у тебя есть цели, да, по жизни, принципы, какие-то планы. Ты бы обменял 10 лет из своей жизни в обмен на достижение вот этих целей? Цель — это вишенка на торте. А все, что до нее, это труд кропотливый, опыт, эмоции. Цель зажигает сердце. То есть ты развиваешься, ты предпринимаешь что-то. А что, если бы ты знал, что ты не достигнешь вот этой цели? Не может быть такого. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, это На- какие-то, если полет... Чисто гипотетически. Ты знаешь то, что не достигнешь. Нет, Есть такая возможность. У меня, слушай, у меня все цели приземленные абсолютно. Я сейчас пытаюсь разобраться в своей голове, у меня все цели приземленные. То есть они вполне досягаемые, которые сделают меня счастливым. И сделают счастливыми моих детей и мою жену, мою маму, моих родителей, всех. Ну, То есть грубо на это говоря. уйдут годы. На это уйдут годы, конечно. Это, Но можно обменять 10 лет это нужно распланировать. Нет, я этого не хочу. и достичь завтра уже. Нет, я кайфую от самого процесса. Это то же самое, как тебе скажут, вот ты пришел на свадьбу, щак, щелчок, и к тебе пришли заказчики, сказали: Гочмурат, спасибо вам большое, а ты ничего не сделал. А ведь сам процесс, когда тебя аплодируют, Да. когда, ну это я в целом, да, как Ну да. ситуацию, да, тебя обрисовываю. Когда Нет, ты я- видишь эмоции. Да, может быть, я быстрее, чем 10 лет этого добьюсь. Кто знает. Может быть, я этого добьюсь через 2-3 года, допустим. Может, за год можно много что сделать. Да. Мне было очень интересно. Я не хочу это останавливать, но нам намекают, что уже Пора пора. бы уже заткнуться. Да, а то время. Да, конечно. Очень рад, большое спасибо. Очень интересные вопросы, в принципе. Я не сомневался, что... В общем, я желаю тебе всего самого-самого. Ты сказал, что 7 лет вы ждали. Да. Главное украшение вашей семьи Да. – это логическое, так сказать, дополнение и украшение, чтобы она была здоровая, доченька, радовала вас, чтобы семья твоя процветала, благополучие тебе во всех твоих начинаниях, во всем, что ты задумаешь, абсолютно, чтобы твое тепло, которое исходит от тебя через твою улыбку, через твою энергетику, через твою харизму, чтобы она всегда оставалась при тебе, чтобы ты также оставлял голову светлой и всегда, несмотря ни на что, шел с высоко поднятой головой. Спасибо. Вот что происходит, когда зовешь ведущего. Он говорит слова, которые ты должен говорить гостю. Спасибо. Спасибо большое, Гоч. Тебя Было с очень наступающим. приятно. Взаимно. Всех, кстати, с Удачи, наступающим. успехов в твоих Спасибо. начинаниях. Вот Спасибо. твои проекты, я знаю, я с нетерпением их жду. Я знаю, будет что-то очень интересное. Да, мы обещаем. Обязательно будет что-то крутое, интересное. И в семье, чтобы у тебя было все благополучно, и чтобы у тебя всегда получалось побольше времени уделять своим прекрасным
дочерям и Да. прекрасной жене. Всем большой Спасибо привет. большое. Обязательно передам. И всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Еще кое-что. Еще кое-что? Не уходим еще. Как всегда. То, ради чего я сюда пришел, Вот, то, вот. чем ты меня сюда заманил, ты сказал, будет тортик, Русь. Садись, Рустам. Это Ой, Калхан. спасибо большое. Слушай, я же забыл. Презентик. Да, Тортик. супер. Я знаешь, что хотел сказать? Ау, Я вообще забыл, я же видел у Антона, да. то, что ему тоже Да. такой подарочек дали, да? Очень приятно, большое спасибо. Я вообще забыл. И хлебушек. Да. Так как я сейчас сижу на диете, хлебушек это самое то. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Государь. еще раз. Было очень приятно. Мне было очень интересно. Я реально не хочу это останавливать. Реально тебя интересно слушать. Вот как люди забывали, не видели про камеры, я забыл, что у нас камеры. Супер. Спасибо. Наверное, еще раз тебя приглашу. Обязательно. Спасибо.